Всем привет! Меня зовут Саша, а это Данил, И мы продолжаем проект «Этно-девчонки в поисках счастья», в котором мы раскроем секреты счастливой жизни разных народов. Салам алейкум, меня зовут Мадина, и я приглашаю вас в мир азербайджанской культуры. Мадина – экономист, делопроизводитель и молодая мама. Несмотря на то, что родилась вдали от исторической родины, чтит и соблюдает традиции предков. Увлекается сыроварением и кондитерским искусством. В юности занималась стрельбой. Жизненный девиз «Сделал дело, гуляй смело». Знакомьтесь, это моя семья. Муж Эльмар, дочь Сабрина и сынок Сулейман. Азербайджанцы очень дружный и сплоченный народ, а сейчас вы об этом узнаете. Салам алейкум, хош gelmişsiniz. Добро пожаловать и прошу к столу. Как все так аппетитно пахнет, еще и красиво так. Видайте, Микаил Аглы, расскажите, пожалуйста, про блюдо. Изготовленное мясо с сухофруктами. Второе – пахлава. Также пахлава изготавливается мука, сахар и измельченный грецкий орех. Следующее у нас долма, всем известный. И, наконец-то, плов, национальное наше блюдо. Значит, все на столе. Мадина, что должна уметь делать девушка до замужества? Девушка должна уметь хорошо готовить, должна быть трудолюбивой. И сейчас я хочу пригласить тебя в гости и научиться готовить сыр. Ребят, чтобы научиться готовить сыр, надо сначала подоить козу. Кто из вас хочет попробовать? Ну что, Саша? Раз, два, три. Это наша коза Белка. Она очень добрая и ласковая. И дает вкусное молоко. Хочешь попробовать? А знаете, я и сыр-то не люблю, и вообще как-то с козами у меня дела. Так, посредственно. Я пойду, пожалуй. Спасибо. Это прием. А сейчас я тебе покажу, как делать сыр. Подогреваем молоко и не забываем его помешивать. А что делать дальше? Дальше, когда молоко подогреется до нужной температуры, мы добавляем секретный ингредиент. Мы делаем такой сыр, это получается подвид адыгейского, но если его хорошо посолить и он долго останется лежать в холодном месте, то получится брынза. Молоко уже готово до нужной температуры, можно наливать. Ну все, теперь остается подождать минут 10-15 и ждем, когда сформируется сыр. А сейчас я покажу тебе, как делать наши сладости шекер-бура. Для шекер-бура у меня уже есть заранее подготовленное тесто. Теперь мы берем нашу начинку, это грецкий орех с сахаром в пропорции 1 к 1. И теперь делаем рисунок специальным приспособлением. О, помощник сидит. Я как раз о таком мечтал. Надо помочь. Держи. Да, от работы не убежишь. Нет. Фу. Кто работает, тот ест. Идем к столу. Пойдемте. Обожаю сыр. Знаете, я и сыр-то не люблю, и вообще как-то...
Саша, меня зовут Ляман. Я покажу тебе, как делаем мы семени. Семени – проросшая пшеница – один из главных атрибутов праздника Навруз. Это символ жизни, богатства, здоровья и благополучия. В древности обычай носил практический характер. Так проверяли, хороший ли будет урожай пшеницы. Для этого нам нужно зерно. Зерно надо заранее замачивать. После этого берем тарелку, чтобы она была прямая, не глубокая. И туда же положим мы салфетку. Зерно, которое мы заранее замочили. Надо за ней ухаживать каждый день, также немножко с водичкой. Водичкой наливаем, чтобы зерно выросло, красивая трава получится. Могу тебе подарить, чтобы через 2 недели ты увидишь, какие тут красивые трава получится. Конечно, спасибо. Пожалуйста. Возил момент иглы. В чем для вас счастье? Когда у человека все хорошо, все вместе, живы, здоровы, радуются жизнью, радуются детьми, радуются со всеми, этого счастья, я так считаю. Фарис, а как в азербайджанской культуре выбирают невесту? Ну, как правило, невесту выбирает сам жених с одобрения родителей. Но если родители одобряют, то уже после этого засылается в дом невесты, девушки. Чтобы проверить характер невесты, у нас есть очень интересный обычай. Невесте дается тарелка, она ее должна разбить ногой. То есть если невеста эту тарелку разбивает с первого раза, значит у нее характер боевой. Саша, у меня есть для тебя важное задание. Бей. Вера Алексеевна, что такое счастье? Кто ответит, что такое счастье? Кто счастливые люди, отзовитесь. Мне по телефону позвоните и секретом счастья поделитесь. Один звонит: счастье – это деньги. Другой звонит: счастье – это дети. А третий звонит: счастье – это счастье, ведь его не каждый и оценит. Можно быть богатым и несчастным, можно не богатым быть счастливым. Просто надо, чтобы было всего в волю, и при этом, чтобы каждый был любимым. Вера Алексеевна, а кто написал эти стихи? Это я написала. По традиции азербайджанцы очень любят чай, потому что Азербайджан, сами знаете, очень жаркая страна. Пьется чай в этих грушеобразных стаканах. Стакан берешь на руку, сверху она начинает тихонько отставать, а в середине еще горячий. Вот и приятно пьется, потихоньку отставать, как говорится, потихоньку отставать и тихонько пьется, тихонько отставать. Ребята, сегодня мы едем на настоящую азербайджанскую свадьбу, но для этого надо будет научиться танцевать на азербайджанском. Справа загнул, и вот здесь вот железки пошли пальцы, и тихонько ему вот так вот раща и ногами, чуть как будто по полу, только мягко, под ритм. Дади Мика и Лагур, что для вас значит счастье? Категория счастья, в моем понимании, состоит из 3 последовательных соединенных ветвей. Первое – личное, индивидуальное счастье. Второе – семейное счастье. И третье – счастье общественное. Мне хорошо, семье хорошо, а другим общественностью плохо. Это неполноценное счастье. Для полноценного счастья обязательно. Вообще-то у нас в России все семьи должны жить хорошо. Все семьи должны быть счастливы для того, чтобы мне стать полноценно счастливым.
О, да, какой насыщенный день у нас получился. Как жаль, что он уже заканчивается. Совсем скоро мы встретимся с вами снова и познакомимся с новой, необыкновенной этнодевчонкой. Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этнодевчонки, мы ищем счастье свое.